Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... День России 12 июня в Бишкеке отметили торжественным приемом. С речью выступил чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Удовиченко. Он отметил, что День России – это самый значимый государственный праздник, который знаменует многовековой непрерывный путь России к новым достижениям и высотам развития. Умение российского народа оценить прошлое, свою великую историю, неразрывную многовековую связь между поколениями является залогом суверенитета страны и единства ее народа. В ответной речи вице-премьер-министр, сопредседатель Кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Денис Разаков подтвердил, что развитие двусторонних отношений между Россией и Кыргызстаном сегодня находится на хорошем уровне. На мероприятие были приглашены известные политики, аккредитованные послы разных стран в Кыргызстане, общественные деятели, журналисты, представители организаций российских соотечественников в Кыргызстане. Как и люди, все города разные и имеют свою историю. Некоторые из этих фактов общеизвестны, но все равно вспомнить их лишний раз одно удовольствие. Самара. Самой большой площадью в Европе считается площадь имени Куйбышева. Она занимает территорию в 17,4 гектара. Кстати, и сам город носил название Куйбышев с 1935 по 1991 год. Здание железнодорожного вокзала в Самаре считается самым высоким вокзалом в Европе. Его высота составляет 100 метров. Знаменитое жигулевское пиво родилось именно в Самаре. Дата его рождения считается 23 февраля 1881 года. До 1991 года город Самара, а ранее Куйбышев, был закрытым для иностранцев городом. Санкт-Петербург. Метро Санкт-Петербурга самое глубокое в мире. Средняя глубина залегания его станции составляет 70-80 метров. В Санкт-Петербурге мостов в 3 раза больше, чем в Венеции. Трамвайная линия до 2002 года была самой длинной в мире. Ее протяженность составляла 690 километров, за что и была включена в Книгу рекордов Гиннесса. 10% от общей площади города покрыто водой. Екатеринбург. Екатеринбург занесен в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим потреблением майонеза на душу населения. В
В годы Великой Отечественной войны Свердловск был центром радиовещания СССР. Здесь находился самый мощный в стране радиопередатчик. И в 1941 году в обстановке строжайшей секретности в Свердловскую радиостудию приехал Юрий Левитан. Таким образом, знаменитые левитановские слова «Внимание! Говорит Москва!» на самом деле звучали из Свердловска. Екатеринбург был выбран как место действия ситкома «Счастливы вместе». Также в городе установлен памятник Гене Букину. Москва. В Москве есть 7 абсолютно одинаковых высотных зданий. По-английски этот ансамбль называют «Семь сестер», а по-русски просто сталинскими высотками. Поезда в московском метро ходят чаще, чем в любом другом метро мира. В час пик интервал между составами 90 секунд. Самое высокое европейское здание – Останкинская телебашня. Москва получила свое название от реки. По одной из версий, на древнеславянском «Москва» значит «сырость». Если в московском метро ехать по направлению к центру города, станции будут объявляться мужским голосом, а при движении от центра – женским. Сделано это для удобства ориентирования слепых пассажиров. Челябинск. Половина Челябинска расположена на Урале, а половина в Сибири. На гербе Челябинска изображен верблюд. Казалось бы, почему верблюд, ведь в Челябинске их нет? Сейчас нет, а 200 лет назад были. Челябинск часто принимал торговые караваны из навьюченных верблюдов. Челябинск – единственный в России мегаполис, в центре которого сохранился лес. Видео падения метеорита в Челябинске в 2013 году набрало 100 миллионов просмотров за самое короткое время в истории. Казань. Одной из самых узнаваемых достопримечательностей Казани являются красные автобусы, благодаря чему столицу Татарстана часто называют городом красных автобусов. Один из символов Казани – кот казанский. Этих пушистиков можно встретить практически везде – в виде сувениров, игрушек и даже памятников. Казань имеет официально зарегистрированный бренд «Третья столица России», а также полуофициальный статус «Столица всех татар в мире». Выражение «сирота казанская» появилось в те далекие времена, когда Иван Грозный, желавший приблизить к себе местных высокопоставленных аристократов в Казани, стал награждать их. Естественно, многие стали притворяться самыми ущербными и толпами шли к царю. В итоге с языка Грозного и соскочило выражение «сирота казанская». Новосибирск. Новосибирск – город противоречий. К примеру, улица Планировочная одновременно и параллельно и перпендикулярно сама себе, да еще и перекресток сама собой образует. Новосибирский театр оперы и балета является самым большим зданием театра в России, под его куполом мог бы полностью разместиться Московский Большой театр. В Новосибирске находится единственный в России музей Солнца. До 20-х годов прошлого века Новосибирск находился в 2-часовых поясах. На левом берегу время отставало на 1 час от времени в правобережье. Новосибирск по сравнению с другими городами сумел сравнительно быстро набрать 1 миллион жителей всего за 70 лет. К примеру, Москве для этого потребовалось 700 лет, а Нью-Йорку 250. Город Пермь. Пермь имеет такое же расположение улиц, что и Нью-Йорк – решетку. Куча параллельных друг другу улиц пересекают другие параллельные улицы. В Перми есть улицы со странными названиями – Потерянная, Тупиковый переулок, Безымянная. Венеция стоит на пермских сваях. Пермский экстрим-парк уникальный в своем роде в России. Открывшийся в 2009 году, стал первым в стране бетонным скейт-парком. Это сооружение – брат-близнец знаменитого Луисвильского парка, признанного одним из лучших в мире. В Перми проходили съемки сериала «Реальные пацаны». Пермяк – соленые уши. Традиционное прозвище жителей пермских земель. По легенде, связано с распространенным в крае промыслом солеварения. Считается, что прозвище получили работники, таскавшие на плечах мешки соли, отчего их уши пропитывались солью, увеличивались и краснели. В центре города установлена жанровая городская скульптура. Владивосток. Русский мост является вторым по высоте вантовым мостом в мире. Высота составляет 324 метра. Самый теплый месяц во Владивостоке – это август. Владивосток – самый автомобильный город России. По данным на 2014 год, здесь на каждую 1000 жителей приходится 556 машин. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель составляет 314. Владивосток – конечный пункт Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороги в мире. Великий Сибирский путь соединяет центральную Россию с Дальним Востоком. Длина магистрали 9298 километров. Это самая длинная железная дорога в мире. Сочи. Сочи – самый длинный город в Европе. Его протяженность составляет 148 километров.
Город Сочи является самым южным городом России и одновременно самым северным городом в мире с субтропическим климатом. Сочи не случайно называют русской ривьерой. Город расположен на одной широте с такими курортами, как Ницца, Канны, Монте-Карло. В Сочи располагаются самые северные в мире плантации чая. Долгое время считалось, что в наших широтах выращивать чай не получится. Но благодаря энтузиазму бывшего крестьянина Кошмана, сочинцы до сих пор пьют качественный недорогой чай. Я являюсь председателем Русского культурного центра «Гармония», Степанюк Александр. С большим почтением и с большим удовольствием я также хочу присоединиться к поздравлениям с этим замечательным праздником. Мое такое мнение, что здесь, в Кыргызстане, мы этот День России отмечаем уже очень давно. Очень давно. Это уже более 15 лет мы его отмечаем здесь широко, на лучших городских площадках и с привлечением большого количества людей. Это массовые такие мероприятия. Ну, сегодня мы находимся на приеме, но вообще вот в городе проводим массовые мероприятия. И люди, которые посещают эти мероприятия, они День России узнали как уже всенародный праздник. Праздник единства, праздник, когда все народы объединяются еще больше, где чувство патриотизма возвышается. Тем более эти дни надо нам сплоченно объединиться всем. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. И приезжая в Россию, я когда спрашивал, а вы 12, давно, это не давно тогда, спрашивал, а вы 12 июня празднуете? Да, мы знаем, что это день, как бы День России, но воспринимали как выходной день. А мы здесь его воспринимаем действительно как торжественный государственный праздник. И свою лепту вот в ознаменование этого великого дня мы вносим, мне кажется, очень достойно. И в этот день я хочу действительно вот пожелать всему российскому народу, а этот народ так же, как и наш народ, многонационален, многокультурен. Нас связывает историческая, неподдельная дружба. И хочу в этот день пожелать, чтобы мы также развивались и дружили в дальнейшем, чтобы наши отношения были искренними и настоящими, чтобы мы гордились теми достижениями, которые у нас есть, и нам любые задачи были по плечу. Когда мы вместе, мы действительно многое можем сделать. И когда какой-то фальши, тогда все задачи, они выполнимы. И я думаю, что сейчас, когда со стороны всего мира существует и противостояние, и санкции, и какие-то трения, я думаю, сейчас то время, когда действительно еще крепче нужно понимать друг друга, узнавать друг друга, объединяться, и тогда мы будем впереди. И еще будем праздновать тысячи таких праздников, которые будут приносить людям добро и счастье. И еще это является поддержка политики руководителей наших стран. Правильно? Абсолютно верно, абсолютно верно. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что взаимоотношения наших государств, они действительно искренние. То есть ни специалисты, ни простые люди не могут уловить чью-либо выгоду. Выгода, конечно, есть, она обоюдная. Выгода в том, что мы были крепче, и лучше, и сильнее, и здоровее. Эта выгода называется дружбой. Спасибо, еще раз с праздником. И вас взаимно. Спасибо вам. Закаты переулки, ах, лето красное, забавы и
вечера, балы красавицы, лакей юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской булки, любовь шампанское, закаты, переулки, как упоительны в России вечера, как упоительны в России вечера. В закатном блеске пламенеет снова лето, и только небо в голубых глазах поэта, как упоительны в России вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра. Ну что тебе? Состоялось официальное открытие зала судебных заседаний и библиотеки Конституционной палаты после проведенного капитального ремонта. В церемонии открытия приняли участие руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, министр юстиции Марат Джаманкулов, заместитель чрезвычайного и полномочного посла Турции в Кыргызстане Екта Камиль Ноян, программный координатор Турецкого управления по сотрудничеству и развитию в Кыргызстане Али Муслу, советники посольства Турции в Кыргызстане, судьи Конституционной палаты и другие. Открывая мероприятие, председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров отметил, что капитальный ремонт, оснащение мебелью и техникой зала судебных заседаний и библиотеки Конституционной палаты проведен ТИКа на общую сумму $96,5 тысяч США и поблагодарил представителей ТИКа и турецкого посольства за оказанную поддержку. Председатель подчеркнул, что работа проведена в достаточно сжатые сроки и на высоком уровне под руководством программного координатора ТИКа в Кыргызстане господина Али Муслу. В ходе своего выступления председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров также обратил внимание участников церемонии на то, что подобного рода ремонтные работы в зале судебных заседаний и библиотеке суда не проводились с 1996 года. Поэтому инфраструктура Конституционной палаты отставала от конституционных судов зарубежных стран. Однако, как вы видите, сегодня зал судебных заседаний оснащен современными инженерно-техническими средствами, отметил председатель. По мнению председателя, современное оснащение является актуальной для Конституционной палаты ввиду цифровизации страны согласно задачам национальной стратегии развития Кыргызской республики на 2018-40-е годы, а также с учетом объявленного президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым 2019 года годом развития регионов и цифровизации страны. После торжественной церемонии открытия символического перерезания ленты гости осмотрели зал судебных заседаний и библиотеку Конституционной палаты. Участники мероприятия отметили, что созданы необходимые условия не только для работы судей и сотрудников аппарата Конституционной палаты, но и для посетителей здания. Архив бекемдетилген үчүн өзгөчө баалуу келип айтам. Анан ошондой эле мына Моореки залдын классикалык түрдө кайра жасалып берилиши өзгөчө нерседен мен ушул комиссиялык палатанын мүчөлөрүнө ыңгайлуу шарт түзүлүп жатканын, айрыкча маалыматтык база тарабынан ыңгайлуу шарт түзүлгөнүнө ыраазычылык билдирем. ТИКанын өкүлүнө, биздин элчиликтин жетекчилигине ушундай кызматташтыкты жоготулган кезде ушундай керектүү проектлердин ишке ашырылышына көмөк көрсөткөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдирем. В свою очередь, программный координатор ТИКа в Кыргызстане господин Али Муслу подчеркнул, что ТИКа всячески оказывает поддержку в проведении таких мероприятий. Здесь очень важно отметить, что Конституционная палата и любой конституционный суд, он строит свою работу на различных научных исследованиях. Поэтому
то оборудование и те условия, которые созданы в библиотеке для Конституционной палаты, они, безусловно, помогут нашим судьям более качественно, справедливо выносить решения свои. Ну и сегодня вот председатель Конституционной палаты сказал, что в последний раз зал судебных заседаний был отремонтирован более 20 лет назад, и сегодня мы присутствовали и видели уже новое состояние, которое при помощи наших друзей из ТИКи было сделано. Я думаю, что те условия, которые создаются для Конституционной палаты, они, безусловно, будут таким одним из серьезных шагов для построения правового государства. Поэтому мы очень рады. Я, как министр юстиции, мы сейчас тоже надеемся свои инициативы внести для ТИКи. И, иншаллах, у нас все получится. Удовольствие. Sayın izleyiciler, Fethiye'de Yörük Çadırı'na hoş geldiniz. Buyurun, burası da bizim Fethiye, denizin kıyısı. Мы продолжаем знакомить вас с культурой и традициями кочевников юрюк-туркменов. В сопровождении почетного президента Юрюк-Туркменской ассоциации в Стамбуле Юсуфа Эзеля мы посетили музей Юрюка Керимоглу. Музей Юрюк Керимоглу расположен в курортном городе Фетхии, провинции Мугла, Турции, прямо у берега моря, который является живой этнографической экспозицией, посвящена истории турецкого народа. Он является неким музеем. Музей Юрюк Керимоглу – это результат 20-летнего осмысленного накопления экспонатов. Хозяин музея Исмаил Узуноглу одновременно является председателем Йорук и Туркменской ассоциации в городе Сейдикемер. Мы у него получили подробную информацию о юрюк-туркменах. Он рассказал нам о том, как протекала жизнь кочевых туркменских племен. В музее расположены их жилища, предметы, используемые в быту, и утварь кочевников в макетах. Здесь можно узнать, как создавались ремесленные изделия, а также отведать пищу кочевников. Этот народ жил на высокогорном плато, их главным источником дохода являлось скотоводство.
а на время холодов они направлялись в долину, однако так не делали другие тюркские народы. Поэтому до сегодняшнего дня в Турции сохранилась традиция называть йорюками неутомимых и предприимчивых людей. Исмаил Узуноглу в музее Йорюк расставил специальные человеческие фигуры, которые иллюстрируют повседневную будничную жизнь йорюков, своих предков. В макетах отражают образ соседей предков Исмаил-бея. Посещение музея позволяет многое узнать о культуре страны, о ее традициях, увидев современную Турцию в совершенно ином обличье. Этнографический музей представляет собой аутентичную деревню, в которой воссоздали бытовые условия и уклад турецкого племени, предметы обихода, обряды и костюмы. Название «Музей Йорюк» – это сочетание турецких слов «юрюк» – сильный, воинственный, и «юрюмек» – идти, продвигаться. Этим словом также называется турецкий народ, ведущий кочевой образ жизни, который связан с отгонным скотоводством, в отличие от более оседлых тюркоязычных групп. Музей Йорюк в Фетхие, на территории небольшого полуострова, открытие которого состоялось 20 лет тому назад. Этнографический музей Йорюк символизирует собой историю этих мест, отражает те времена, когда здесь останавливались кочевые племена йорюков. Во время посещения музея Йорюк в Фетхие особое внимание обратите на внутренний интерьер музейных домиков, которые помогают сформировать представление о жизни людей в таких поселениях столетия назад. Sürülerin şeyleri belli olurdu. Böyle mesela değişik sesler. Noel Bey'in keçiler. Ha. Ya. Музейная экспозиция рассказывает о минувших временах, воспроизводит культуру и традиции местного народа, проживавшего на здешних землях много веков назад. В ходе экскурсии по музею туристы могут наблюдать за неспешной сельской жизнью, специально инсценированным для них эпизодами. Помимо этого, посетители имеют возможность увидеть процесс изготовления различных изделий ремесленниками, а затем выбрать для себя памятный подарок.
Этнографический музей Йорюк в Фетхие, благодаря своему удачному месторасположению, парк находится среди живописных горных склонов, на которых растут в изобилии сосновые деревья. Посещение Йорюка всегда сопровождается отличным настроением, чему способствует любование окружающими природными красотами. Особенно впечатляющая панорама открывается с возвышенности горного склона, откуда прекрасно просматривается бесконечная гладь Средиземного моря. Для удобства гостей в музее Йорюк работают несколько очень уютных кафе и ресторанов. После ознакомления с музеем хозяин этого этнографического комплекса Исмаил Узуноглу, сыграв на национальной багламе, спел несколько старинных песен йорюков. Затем Исмаил Узуноглу в своем ресторане угостил нас блюдами традиционной кухни. Kızım mayalarda bordan göçelim ah. Kaldıra gelin kırkmaları da oradan öpelim. A boynu boncuklu ardı çocuklu gelin ah. Kuyu dibi taşlı olur, öksüz gözü yaşlı olur. Ana baba var emme, yar kokusu başka olur. Yayla yollarında kaldım yalnız. Ay gelin aman. Eşe dosta malum olsun halımız aman aman aman. Ben varmam oralıya, orada buralıya. Allah nasip eylesin davullu zurnalıya. Ben varmam enekliye, yoğurdu sinekliye. Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye. Haydi bakalım ortaya. Helal olsun. Helal olsun sizlere değerli abilerim. Baba dağın dumanı,
Babadan dumanı, yoktur cavrun imanı, yoktur cavrun imanı. Altından köşk yaptırdım, altından köşk yaptırdım. Gümüşdendir divanı, gümüşdendir divanı. Oy gülüm gülüm gülüm, oy gülüm gülüm gülüm. Peşte ballı sümbülüm, peşte ballı sümbülüm. Bize yaylalı derler, bize de yaylalı derler. Biz çekemeyiz bu nazı, biz çekemeyiz. Haydi dalaman. Var olun yörükler. Sarıda zeybek şu dağlara yaslanır, ben yandım. Var ol muhtarım. Bir günde olur deli gönül uslanı destursuz. Süpürgeyi boyadım, ayarım kapardına dayadım. Kız sen gelecek diye a güzel bıyıkları boyadı. Yar sen gelecek diye a güzel bıyıkları boyadı.